Коротко, каждый раз на каждой встрече я рассказываю о том, что у нас сейчас формируется новая региональная общественная организация. Она называется «Региональная общественная организация содействия развитию татарской нации и тюркских народов. Конгресс татар Москвы». Для того, чтобы совместно легче и проще было бы решать вопросы национального развития. Организация нужна и необходима для того, чтобы наши разговоры, наши желания, наши планы оставались не только между нами, но и были реализованы в таком большом мегаполисе, в котором мы живем, столице России, Москве. Органы власти не работают в индивидуальном порядке с отдельными гражданами, отдельно взятыми. Органы власти работают с сообществами. И вот таким сообществом будет являться региональная общественная организация «Конгресс татар Москвы». Наши дети, наши внуки, они совершенно другие. Они очень сильно по своему современному развитию отличаются от нас, потому что у них и другие жизненные ориентиры. Человек, у которого нет своего национального лица, он очень быстро потеряется, он окажется белой вороной. И не будет своим для своей собственной татарской, казахской, кумыкской, ногайской, азербайджанской нации, потому что он не знает ничего об этом. И вот эта вот двойственность его положения, она очень серьезно отразится и проявится уже в период взрослой жизни. И для того, чтобы спасти их вот от такой тяжелой участи, так скажем, поэтому мы сейчас и организовываем вот эту нашу большую работу по национальному развитию. Несмотря на то, что организация пока еще находится в стадии регистрации, сроки еще не вышли, наших документов, которые находятся в юстиции на рассмотрении. Мы, несмотря на это, уже проводим свою деятельность активно, потому что общественные организации могут работать по закону и без государственной регистрации. Впереди очень серьезное мероприятие, которое называется «Всероссийская перепись населения 2021 года». Она проводится раз в 10 лет, последняя перепись была в 2010 году. Должна была пройти в прошлом, но из-за пандемических особенностей и сложностей ее перенесли на этот год. Почему вдруг мы, как Конгресс татар, говорим о всероссийской переписи? А дело в том, что результаты этой переписи напрямую отразятся на народах России. Если перепись покажет малочисленность нетитульных народов России, то это отразится на государственной поддержке этих народов, на книгоиздании на родных языках, на работе национальных школ и детских садов, и вообще в целом на культурном развитии народов. Если народов нет, то значит некого и финансировать, некого и поддерживать, нету и нету. Мы хотим, для нас важно, и мы считаем, что для каждого из вас важно, чтобы в переписи вы прозвучали в том виде, кем вы являетесь. Татары татарами, башкиры башкирами, кумыки кумыками, азербайджанцы азербайджанцами, казахи казахами и так далее. Хочу обратить ваше внимание, на перепись. Как все это будет проходить? Начнется 15 октября и закончится 14 ноября. По всей стране, кроме труднодоступных районов, наверное, имеется в виду районы Крайнего Севера, где она продлится вплоть до 20 декабря. То есть месяц будет идти перепись. Каждому из нас придут переписчики. Каждому из нас. Хотя в этом году есть возможность ответить в электронном виде. Достаточно зайти на сайт госуслуги, если вы там зарегистрированы, или обратиться в МФЦ, где вы все это можете заполнить в электронном виде. Но и в этом случае к вам тоже придут переписчики, потому что у них не будет информации о том, что вы уже все это заполнили в электронном виде. Если это произошло, если в электронном виде вы ответили на вопросы переписи, когда к вам придет переписчик, не надо повторно заполнять анкету. Скажите человеку, что я уже все заполнил в электронном виде, и можете обращаться дальше, звонить моим соседям. Участие в переписи является добровольным. Никто вас не может принудить отвечать на вопросы анкеты. Если вы не собираетесь открывать дверь переписчикам,
вы совершенно свободно и безо всяких последствий и санкций для себя можете это сделать. Но, я повторюсь, тогда, значит, вы не сможете зафиксировать себя как татарина, казаха, азербайджанца, и тогда все-таки численность уже будет показана. Далее, если вы приняли решение не участвовать в переписи, все равно о вас информацию возьмут. Не из ваших уст, так и из официальных источников. Поэтому все-таки мы рекомендуем дверь открыть и на вопросы анкеты ответить. Перепись организует и проводит единственная организация уполномоченная, это Росстат. Соответственно, к вам будут приходить переписчики, и для того, чтобы избежать неожиданной и неприятной встречи с мошенниками, обязательно сверяйте те удостоверения, которые у них есть, с их паспортами. У каждого переписчика будет удостоверение и паспорт при себе. Вы имеете полное право сверить, посмотреть, действительно ли этот человек является уполномоченным и имеет право проводить ваше анкетирование. Вне зависимости от вашего места регистрации, вне зависимости от вашего, понятно, проживания и даже гражданства. Иностранцы тоже подлежат переписи, которая на законных основаниях находится на территории России. В переписи 3 листа. Первый лист – это ваши персональные данные, фамилия, имя, отчество, дата рождения, там, национальность, язык и так далее. Второй лист – это ваше имущественное положение. Чем вы владеете, что у вас есть, квартира, земля, там, дача, гараж, машина, там, работаете, не работаете и так далее. И третий листок – это отдельный листок для тех, кто не является гражданами России. Они заполняют третий листок. Соответственно, мы с вами граждане, поэтому заполняем только 2 первых листочка. За детей до 14 лет анкетирование проходят родители. При заполнении анкет переписчик не имеет права требовать с вас никаких документов. Ни паспорт, ни свидетельство о рождении, ни тем более документы, подтверждающие право собственности на квартиру, на землю. Единственное, что он может с вас спросить, это ваше имя. Это делается с одной единственной целью, чтобы потом Росстат выборочно смог проверить переписчиков, действительно ли они к вам приходили, действительно ли они с ваших слов там заполняли эту анкету. Вот там конкретные вопросы, причем переписчик не имеет права даже менять формулировку вопроса. То есть он ее должен называть такой, какая она стоит в анкете. Если вдруг в момент, когда придет переписчик, кого-то из членов семьи дома не окажется, то за него имеет право ответить другой. Но здесь тоже обратите внимание на то, чтобы ваши супруги или ваши дети правильно ответили на вопрос, касающийся национальности и родного языка. Никакие документы не требуются, никакие. Вот. Ни ваши, ни их, ничьи. Переписчик не имеет права. Только адрес. Адрес есть, и адреса нахождения имущества, по-моему, тоже там нет этого. Там просто, что у вас есть, сколько там квадратных метров. Там, или... Значит, по правилам оформления и заполнения вот этого подписного листа, значит, можно заполнять самостоятельно, или с ваших слов это может сделать переписчик. Только один единственный знак вы имеете право ставить. Это крестик буквы «Х». Владеете ли вы русским языком? Вот. Ну, понятное дело, кто напишет, что не владеет, да? Тем более в Москве. Да. Как можно жить в Москве и не владеть языком? Никак. Поэтому здесь крестик ставится в квадратике «Да, владею языком». И дальше хитрый вопрос. Используете ли вы его в повседневной жизни? Вот этот вопрос, конечно, может повлиять. Этот вопрос может повлиять. Но здесь, опять же, живя в Москве, сказать, что нет, я не пользуюсь русским языком, да, а как тогда работаешь, да, а как там в магазин ходишь, а как тогда, да, вот, то здесь вот никуда не денешься. Поэтому мы, проживающие в Москве, должны написать вот в этом 10-м пункте и там, да, владею языком, да, пользуюсь ли им в повседневной жизни, да. И следующий за ним пункт 11. Какими иными языками вы владеете? Вот здесь важно написать один единственный язык, татарский. Если вдруг вам скажут, ну вот вы вверху написали там вот русским, то напишите русский, потом запятая татарский, потом запятая, какие языки.
учитываться при подсчете будет только первый указанный вами язык. В графе «Какими иными языками вы владеете?» пишите «татарский». И все. И больше никакой, и больше ничего. Следующий вопрос. 11.1. Да. Какие из них вы используете в повседневной жизни? Обязательно надо поставить крестик напротив татарский язык. Использую в повседневной жизни. Да. И больше ничего. Они могут сказать вам, ну вот вы же написали вверху, что используете русский. Да. Сказать, да, но дома мы говорим по-татарски каждый день. Поэтому я его тоже использую. Обязательно должен стоять здесь крестик. Вот все, вот здесь ваша идентификация случилась и произошла. Татарский язык использую каждый день. Очень важный момент. Точно так же должны ответить все ваши домашние члены семьи. И 14 пункт. Ваша национальная принадлежность. Писать татарин, татарка, казах, азербайджанец, кумык там и так далее, и так далее. И если вы отвечали самостоятельно на все вот эти вот вопросы анкеты, то там вот сбоку ваша национальная принадлежность, там у них есть пункт со слов. Вот это вот со слов, оно подразумевает, что возможны вероятные ошибки и неточности. Они могут отметить, что приблизительно татар столько, приблизительно башкир столько. Все, это уже элемент некой неточности. Теперь важное разъяснение. То, что касается детей. Родным языком и языком, которым они владеют, считается тот язык, на котором говорят члены семьи. Владение языком означает не только умение говорить, но и умение понимать или хотя бы знать некоторые слова. Под использованием языка в повседневной жизни подразумевается, что вы понимаете эту речь и общаетесь на нем с окружающими хотя бы иногда. Родной язык, подразумевается, это тот язык, который вы сами для себя определяете родным. Хитрая система, да? Родной язык не зависит от национальности, пишет. Все, что касается малолетних детей, выбирают родители. Причем вопрос о родном языке не должен оставаться без ответа. Если он останется безответным, то тогда переписчик имеет право вписать «не имею родного языка». Это законно. Все устраивает. Вы имеете право, место прописка. А то, что они где-то в другом месте проживают или снимать квартиру, да. Логично, что это по месту ничего... регистрации. По месту регистрации они приходят, у них есть уже книга, сколько здесь человек прописано в паспортном столе. Что касается вопроса о национальной принадлежности, да, вот он тоже там хитро звучит. Там не написано ваша национальность. Они пишут принадлежность. Что такое принадлежность? Сам себя туда отношу. Не кем я родился, кто у меня папа, мама, а куда я сам себя отнес. Вот, то есть вот тоже хитрая формулировка. Более того, по правилам переписи можно написать несколько национальных принадлежностей через запятую. Я, наверное, где-то мог бы допустить, что если там мама татарка, отец башкир, да, там то пишет татарин, там запятая башкир. Вот. Но тут не ограничивается только мамой и папой. Но при выборке будет учитываться только самое первое. Да, только первое. Поэтому писать смысла нету все крови, которые у вас намешаны, да, это только во вред даже вот вам и вашей нации и всем, потому что это не будет посчитано правильно. Да. Поэтому везде писать надо только одну единственную свою нацию. За детей до 14 лет все отвечают родители, 14 и старше, они имеют право сами ответить на вопросы этой анкеты, если они находятся в квартире. Пенсионеры некоторые опытные люди, и то мы не можем в этой юридических тонкостях разбираться, да. Как будут дети там подростки. Правильно, вот я и говорю, все с хитростью. Последнее, что я хотел бы сказать, всероссийская перепись населения – это единственный официальный источник о народах России, о языках, которые они используют. Если ответить не так, как надо и неправильно, то будет сокращено государственное финансирование многих программ и проектов, а видимо на это и расчет, и так уже расчет, глядя на эту анкету, есть.
Да, вот, и вообще всех вот под одну гребеночку сделать, вот, все, у нас единая российская нация, как вот сейчас говорят. Это в корне, да, россияне, Ельцин придумал это слово, да. Это в корне неверно, в корне неправильно. Если вы хотите в знак какого-нибудь протеста или личной позиции вообще в этом не участвовать, а лучше вообще не участвуйте, чем они вот потом напишут, что не был, не имею, не принял. Везде татары напишите. Только 2 пункта Да. русские, остальное все татарское, больше ничего. 11-14 татарин напишите. Самый главный 2 вопроса. И каждому будет, наверное, вот лист, да? Каждому отдельно. 2 листа. 2 листа. Писать обычно не надо.